Чеченской Республике, впрочем, как и в стране в целом, хоть и проживают представители разных народов, однако необходимости прогнозировать возможные конфликты до сих пор не было. Возникла она в связи с целенаправленной работой, проводимой экстремистскими организациями, которые часто, играя на чувствах людей, стремятся разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Теперь такую возможность поможет исключить федеральная система мониторинга, которая будет запущена в России уже к концу года. Программа в режиме онлайн будет отслеживать сотни тысяч СМИ и социальные сети и за секунду позволит обработать около 10 тысяч сообщений, благодаря чему можно будет составить общую картину того, что происходит в том или ином регионе. Это российская уникальная разработка, она самообучаемая. И если система замечает, что в каком-то регионе, где-то в социальных сетях происходит накал страстей, увеличивается количество сообщений, разжигающих по своему характеру, разжигающих межнациональную рознь, загорается так называемый желтый сигнал, и оператор принимает решение и сообщает об этом уже руководству. Система в первую очередь создана для того, чтобы своевременно обнаружить проблему, выяснить, откуда она исходит. Также это дает возможность предвидеть ее развитие. Благодаря такому мониторингу федеральные и региональные власти могут проанализировать ситуацию. По словам известного политолога Абдулы Истамолова, некий контроль сайтов на содержание в них информации экстремистского толка в стране ведется не первый год. Однако деструктивные силы ищут все новые орудия разрушения общества, проводя постоянный мониторинг слабых сторон народа и власти. И на фоне военной мощи страны не видят ничего более эффективного, как разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Берут из 100 пару таких не очень-то хороших для примера людей, которые оступились, берут их за пример и начинают культивировать их как суть, которая есть абсолютно во всей традиционной религии. То есть его черное сердце, его черные поступки, его изгойство, его заблуждение, они преподносятся как основу традиционности. Плюс, если религия, она мира, и она работает с государством, это преподносится как служение государству. В республике также ведется работа по выявлению сайтов, пропагандирующих идеи экстремизма и радикализма. В случае обнаружения ресурс блокируется соответствующими структурами. За неделю, как говорят специалисты, в среднем обнаруживаются 15-20 подобных сайтов. Новая система мониторинга уже работает в тестовом режиме в 50 регионах страны. Если после принятых мер ситуация не нормализуется, то загорается красный сигнал, и в дело вступает уже федеральный центр. Но такие случаи, они очень редкие. Последний такой случай, как мы помним, был в Кондопоге, когда между представителями чеченской национальности и местными жителями разгорелся конфликт, который уже перерос в массовые драки и так далее. Работа эта, по словам Джамбулата Сардалова, бывает целенаправленная и зачастую проплаченная. За свою многолетнюю блогерскую и публицистическую деятельность, по словам Джамбулата, он навидался этого с лихвой. Необходимость ожесточить контроль интернет-ресурсов назрела давно. В интернете все-таки часто мелькают разного рода возгласы, выпады, лозунги, направленные против религии, против тех или иных национальностей. Даже есть призывы к смене строя насильственным путем. И все это оставлять без внимания нельзя, потому как попытка игнорировать может привести к весьма плачевным последствиям, собственно говоря, то, что раньше чеченский народ пережил. Как отмечают специалисты, любые непродуманные шаги в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений являются серьезной угрозой национальной безопасности страны, особенно если к таким шагам подталкивают извне. Мариам Керимова, Руслан Яхяев, Дауд Куруев, Новости 7.